Да, своей работой действительно своим землякам. Семен, спасибо, что уделили время. Творческих вам успехов и всего доброго. Всего доброго. О современном художественном искусстве мы говорили с победителем конкурса «О чем твоя Россия» якутянином Семеном Луканси. Вы смотрели актуальное интервью? Оставайтесь с нами. Малоподвижный образ жизни приводит к гиподинамии. Это ослабление мышечной деятельности. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. Снижается обмен веществ. Все это приводит к серьезным последствиям. Основные меры профилактики гиподинамии – физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание. Берегите свое здоровье. Ведите активный образ жизни. Каждый день нас пытаются обмануть. Магазины накручивают цены. Производители экономят на качестве, а мы получаем дыру в бюджете. Они думают, что мы это проглотим. Ну уж нет. РЕН-ТВ объявляет войну производителям с большой дороги. Самая полезная программа. Новый выпуск. По субботам в 10:00 на РЕН-ТВ. Во-первых, голяшки да рульки. Минутка прошла. Слушайте, в казане необходимо добавить томатную пасту, чтобы каждое зернышко соприкоснулось с маслом. Как выбирать хлеб? Покупать. Буквально минут за 5. Готово. Будет стоять. Ложка будет стоять. Можно подавать. Кебаб готов. В конце концов, все попадут в плов. Старик Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. РЕН-ТВ объявляет войну производителям с большой дороги. Самая полезная программа. По субботам в 10:00 на РЕН-ТВ. Подводить информационные итоги дня на канале РЕН-ТВ. Добрый вечер, я Петр Марченко. Все, что случилось сегодня и о чем, возможно, будут говорить завтра. Прямо сейчас. Неужели дождались? Почему ВОЗ впервые зафиксировало глобальное отступление коронавируса? И как самое авторитетное медицинское издание мира «Ланцет» оценило итоги испытаний российской вакцины «Спутник Ви»? Правила обучения, из-за чего словосочетание «элитарная школа» показалось неуместным президенту, и как врачебный девиз «не навреди» может быть использован в борьбе за свободу слова и выбора. Память под снос. Как в Ярославской области жителям деревни приходится бороться с чиновниками, которые живут по принципу «ни мое, ни жалко». Це не отдых, це болезнь. Как долгожданное путешествие в экзотическую страну превратилось для российской семьи в гонку со смертью. Ну что ж, сегодня российская вакцина «Спутник Ви» получила официальное международное профессиональное признание. Самое авторитетное медицинское издание планеты «Ланцет» опубликовало результаты исследования заключения